Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В преддверии Нового года подводят итоги деятельности за год органы местного самоуправления. Что получилось и над чем предстоит еще поработать, гость студии, глава муниципального района Вилюйский улус Сергей Винокуров. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каким для вас стал уходящий год? Удалось ли в целом справиться с поставленными задачами? Уходящий год, 23-й, несмотря на отдельные сложности и трудности, мы считаем, что в целом он удался. Решили в основном все поставленные цели и задачи, и даже те вопросы, которые у нас в последнее время долго не решались, это строительство двух социальных объектов. Это Кулицкая сторона, далеко от города Вилюйска, очень сложная транспортная схема. Это по программе КРСТ, по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Там строятся два объекта: детский сад в Вигуляцах и школа в Первокулицах. Вот. Ну и из-за довольно-таки сложных вопросов, объективных, необъективных, но тем не менее мы задержали очень серьезно вот этих объектов. Вот это, значит, я считаю, вот коронавирус довольно-таки серьезно вот, повлиял, значит, СВО, значит, и рост, значит, цен на материалы, вот, ну и ряд других причин. Вот. Но, наконец-то, в этом году эти два злополучных объекта мы полностью завершили. И, так скажем, вот недавно мы открыли школу в Первокулицах, ну а весной был открыт детский сад. Поэтому эти два сложных таких объекта мы успешно в этом году завершили. Вот, поэтому мы считаем, что год в целом он был удачным для нас. Ну вот какое задание вот было самым трудным в реализации, ну и в итоге чем вы можете гордиться, может? Ну, в этом году из поставленных задач в целом мы гордимся тем, что наконец-то, значит, федеральная автодорога, которая проходит через наш город, вот, значит, асфальтирование, значит, о котором мы мечтали уже много лет, она также вот полностью сделана, выполнена. Вот, и мы очень рады. Вот это федеральная автодорога А331 Вилюй, вот, которая охватывает две улицы. Это улицы Ленина и Мира. Общая протяженность 6,5 где-то километров. Вот, и полностью вот, эта федеральная автодорога заасфальтирована. Кроме этого, значит, в городе Вилюйске, значит, заасфальтирована улица Чапаева, вот, протяженностью где-то чуть более 2 километров. Вот. Ну и впервые мы заасфальтировали центральную автодорогу вот в селе Великочане, вот, протяженностью где-то чуть больше километра. Вот. Это первый такой вот опыт асфальтирования в сельской местности. И мы в целом вот, с помощью руководства республики, дорожного фонда с этими задачами справились. Ну, в Вилюйске также появится новый микрорайон. Вот что для этого предстоит сделать? Сколько семей поселятся в новом микрорайоне? Начиная со следующего года мы начнем строительство нового микрорайона. Это где-то более 60 частных домов, однотипных, очень красивых, коттеджнообразных, вот, где будут жить представители и работники сельского, значит, нашего хозяйства. Вот. Это по линии дальневосточного гектара. Вот. И, значит, летом был большой международный форум во Владивостоке, где мы подписали соглашение как с правительством нашей республики, так и с корпорацией по развитию Дальнего Востока. Вот это очень интересный проект. Вот, современный квартал будет, полностью благоустроенный, там и газификация, и водоснабжение и так далее полностью будет. Поэтому очень комфортный район, очень красивый.
Вот. Будем надеяться, что уже со следующего года мы начнем вот этот проект реализовывать. Вот какие успехи достигнуты в этом году по реализации национальных проектов, может быть, республиканских программ по строительству соцобъектов и жилых помещений? Ну, как и многие другие улусы районы, мы участвуем в программе по переселению из этого аварийного жилья. Вот, и в этом направлении, значит, мы план, слава богу, выполняем. Вот, на днях, вот, до Нового года мы должны открыть 2 больших многоквартирных дома трехэтажных, каменных. Вот, а в следующем году, значит, только в городе Вилюйске 6 больших многоквартирных каменных дома запланированы, строительство уже идет. Вот. Ну, а практически отставания в этом направлении у нас нет. И я очень надеюсь, что с этой программой мы справимся. Вот какой объем работ выполнен по строительству и капитальному ремонту автодорог? Вы уже сказали, что Да, я уже сказал. сделали, да? Вот. Ну, в следующем году запланировано асфальтирование ряда улиц города Вилюйска. Дело в том, что в следующем году мы будем отмечать 380-летие нашего города. Вот. Это второй по возрасту город после Якутска. Ну и это будет очень хорошим подарком вот, к юбилею для нашего населения. Ну вот, кстати, о юбилее города Вилюйска, да, как идет подготовка, что планируете, может, какие-то секреты раскроете? Мы поставим оперу «Нюргун Батур» нашего земляка Марка Николаевича Жиркова вот, к юбилею нашего города. Это будет в апреле месяце. Вот. И поставим эту оперу, значит, у нас в Вилюйске, здесь в Якутске, ну, если удастся, то и в Москве. Вот, поэтому есть ряд интересных проектов. Будет проведен в октябре месяце в Москве в консерватории имени Чайковского большой международный музыкальный конкурс. Также имени Марка Николаевича Жиркова, это уже традиционно у нас там проходит. Этот конкурс будет посвящен 390-летию нашего города. Ну, Вилюйский улус активно сотрудничает, да, и имеет побратимские отношения с китайскими городами. Вот, расскажите об этом. В каких сферах работаете? Многие улусы района нашей республики работают с Китайской Народной Республикой, и мы тоже не исключение. Вот. Мы очень тесно сотрудничаем с городом Хэган, это провинция Хайлунцзян. Вот это миллионный город, и в этом году мы подписали соглашение с руководством этого города, с мэрией. Вот, с районом Дюншан. Город состоит из 7 районов, вот, и из них один район Дюншан тоже подписал с нами соглашение. Вот, есть интересные совместные проекты, в частности, строительство школы на 990 мест участием китайской компании. Вот, есть и другие вот, проекты, но об этом, видимо, пока еще рано говорить. Они как раз вот в январе месяце большая китайская делегация, значит, 15 человек, руководство города Хэган приедет к нам вот, по дальнейшей нашей совместной работе. Ну вот, если говорить о будущем, да, отношении с тем же Китаем, например, да, какие направления вы видите как приоритетные? Но у нас есть интересные проекты по развитию сельского хозяйства у нас, вот, по строительству, по развитию туризма в нашем районе. Вот, китайская сторона готова вложиться вот в это дело. Вот. Ну, посмотрим. Я очень надеюсь, что те переговоры, которые у нас прошли летом этого года, значит, они будут реализованы вот в ближайшее время. Ну вот Вилюйский улус славится своей богатой историей. Вот какие мероприятия проведены в этом году по увековечению памяти выдающихся жителей района? Да, от нашего улуса района вышло очень много выдающихся людей, которые сыграли большую роль в истории нашей республики, не только нашей республики, но и всей нашей страны. Так, например, в этом году мы широко отметили 150-летие Петра Хрисантовича Сараватова, человек, который предсказал первым и научно доказал, что Якутия богата, значит, природными ресурсами, в первую очередь алмазами, нефтью и газом. И этот человек является первооткрывателем своего рода, значит, зачинателем вот нашей промышленности в целом. И вот в городе Вилюйске установлен памятник Петру Хрисантовичу. Прошли очень много мероприятий, посвященных вот этому событию, в том числе здесь, в Якутске, в нашей республике. Ну вот какие юбилейные даты, да, мероприятия запланированы на будущий год? Мы уже говорили о юбилее города, да, вот что еще планируется, что будете отмечать?
Ну, 2024 год будет особенным для вилюйчан, потому что, в первую очередь, конечно, это 125-летие выдающегося государственного общественно-политического деятеля, одного из основателей нашей республики Степана Максимовича Аржакова. И, как я уже сказал, 390-летие нашего города. Вот, поэтому два таких основных значимых события, вокруг которых будет проводиться наша основная работа. И все как бы наши направления, цели и задачи будут как бы охватывать вот эти юбилеи. Ну вот следующий год в нашей стране объявлен годом семьи. Что планируете проводить в Вилюйском улусе? Может быть, какие-то появятся новые направления поддержки для семей? Так, ну, семьи, конечно, в первую очередь, это семьи, которых мобилизованных на специальную военную операцию и так далее. Конечно, как и все районы улуса, мы в этом направлении работаем. Вот, запланирован ряд мероприятий в следующем году, в юбилейном году. Поэтому все эти мероприятия, которые связаны с развитием вот, наших семей, улучшением их жизни и так далее, также будут связаны вот с этими датами. Ну вот если говорить о сегодняшнем дне, да, какая поддержка имеется у вас на уровне района, да, может быть, для семей, для малообеспеченных семей? У нас есть отдельная программа по значит, оказанию помощи семьям, особенно тем, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот, и в целом эта программа успешно нами выполняется. Вот, предусматриваются определенные средства вот, в бюджете, вот, которые значит, направлены на выполнение вот этой нашей программы. Ну и в завершении нашей беседы, если говорить о будущем, да, какие вот направления в вашей работе вы видите приоритетными? Что, может быть, нужно изменить в Вилюйске, на ваш взгляд? Город Вилюйск – это один из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. И развитие этого города оно будет связано, конечно же, и с нашей историей в первую очередь. Вот, историю мы не должны забывать. Вот, и сегодня Вилюйский улус-районный город Вилюйск тесно сотрудничает не только с Китайской Народной Республикой. Мы неплохо работаем с федеральными структурами в Москве. Вот, это и Роскосмос, и консерватория имени Чайковского. Значит, имеем хорошие связи с комитетами Государственной Думы отдельными. Вот, Южно-Медведцевским районом Москвы вот, недавно подписали соглашение с городом Троицком о сотрудничестве. Вот, то есть это Наукоград, вот, и наука должна нам помочь в нашем развитии. Вот, мы неплохо работаем с Республикой Татарстан. Вот, и, в частности, в этом году с помощью татарских пчеловодов и Института развития сельского хозяйства Республики Татарстан мы у себя сделали одно из самых крупных значит, пчелиных хозяйств республики, которые значит, на очень современном уровне, с лабораторией там, и так далее, и так далее. Вот, и эта работа с Татарстаном будет продолжена. В перспективе у нас строительство газопоршневой электростанции, и ведутся уже переговоры с отдельными, так скажем, федеральными структурами. Я очень надеюсь, при поддержке республики, вот это большая задача, большой проект, который стоит миллиарды и миллиарды, он будет также осуществлен. Ну что ж, Сергей Николаевич, вы рассказали об очень интересных проектах. Желаю, чтобы все они были исполнены, ну и, конечно же, развитие и процветание Вилюйскому району. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.